Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на Кировской дамбе. Только хотел присесть, и тут дресс такого дамбы, и меня раз мотнуло. Водитель иномарки был сильно пьян. Покажем, как в центре Казани нетрезвый водитель сбил автоинспектора. И чем для него обернулась попытка скрыться от ГИБДД. А также пострадала на рабочем месте. Кондуктор ударилась головой, когда водитель пытался избежать аварии. И контрольная закупка. Вам ранее была передана денежная купюра. Вам предлагается добровольно ее выдать. Сейчас мы ее сверим в присутствии понятых. Какие вещи продавали в Казани под известными мировыми брендами? Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый водитель Форда сегодня днем устроил крупную аварию на Кировской дамбе. Он въехал в автобус и Kia Rio. После столкновения предполагаемый хозяин машины, сидевший на пассажирском сиденье, просто уснул. А водитель иномарки сделал вид, что его вообще не было в машине и хотел уйти с места аварии. Но сделать это ему не дали очевидцы. Айрат Назипов поговорил с участниками столкновения. Только хотел присесть, и тут дресс такого дамбы, и меня раз мотнуло. Хорошо, я успел за поручень взяться. Водитель Форда въехал и в стоящий автобус, и в соседнюю Kia Rio. Удар был такой силы, что от американской иномарки практически не осталось живого места. В машине на тот момент находились 2 человека. Тот, что был за рулем, по рассказам очевидцев, хотел покинуть место аварии. Он вышел вот сзади, через заднее стекло. Он не пытался убежать или что-то? Пытался. Пытался, вы его остановили, да? Потом он уже ушел спать, да? Нет, уже стояли, держали его, вот приехали потом сотрудники. На пассажирском сиденье находился предположительно владелец автомобиля. Мужчину не волновало произошедшее. Сильный дождь не беспокоил. Он просто спал. А пассажир у вас как состояние у него? Не знаю. Пассажир вообще, я там вообще не выпил. Но вы не выпивали, да, вместе с ним? Нет. Я проходил мимо. В то, что он проходил мимо и не брал в рот ни капли спиртного перед поездкой, автоинспекторы не поверили и предложили ему пройти экспресс-тест на алкоголь. Результат никого не удивил. 721. Лишение прав и крупный штраф не единственное, что может грозить водителю Форда. Это будет зависеть и от действий владельца машины. Если он напишет заявление об угоне, эта авария может обернуться для водителя еще и уголовным делом. А если не напишет, хозяину самому придется расстаться с правами за передачу руля пьяному человеку. Его машина же, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Айрат Назипов, Константин Буршуев, Вызов 112. В Казани арестовали 33-летнего водителя «Мерседеса», сбившего и насильно прокатившего автоинспектора на капоте своей машины. Инцидент произошел в минувшие выходные в центре города. Попытка скрыться от сотрудников ГИБДД обернулась для мужчины уголовным делом. О причинах и последствиях расскажет Рамиль Галиуллин. Неизвестно, о чем в этот момент думал и на что надеялся водитель «Мерседеса». Но увидев автоинспекторов и услышав от них требования остановиться, мужчина нажал на педаль газа. При этом он сбил сотрудника ГИБДД, протащил его на капоте своей машины несколько метров, после чего автоинспектор рухнул на асфальт. После непродолжительной погони неадекватного автомобилиста удалось задержать на подземной парковке неподалеку. 4 сентября в дежурную часть ГИБДД Управления МВД России по городу Казани поступило сообщение о водителе автомобиля «Мерседес», который грубо нарушает правила дорожного движения и создает аварийную ситуацию. На перекрестке улиц Горького и Жуковского инспектор ДПС остановил данный автомобиль. Обнаружив у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, инспектор потребовал его выйти из транспортного средства, на что последний отказался и начал движение. Причина такого поведения была ясна сразу. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 33-летнего водителя составили сразу несколько административных материалов. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требований о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. А за сбитого автоинспектора мужчине грозит более суровое наказание. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящий момент подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Меру пресечения мужчине изберут через 13 дней. Именно на такой срок его арестовал суд за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Рамиль Галиуллин, Айрат Назипов, Константин Буршуев, Вызов 112.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 44-летнего дорожного рабочего, попавшего под КАМАЗ. Трагедия произошла на трассе Набережные Челны Заинск-Альметьевск у села Светлое озеро. По предварительным данным, водитель КАМАЗа занимался загрузкой асфальтовой щебенки, и в этот момент мастер дал ему и другим рабочим указание сменить место дислокации. Водитель двинулся за рабочими задом, при этом не заметил стоявшего сзади него рабочего, в результате чего мужчина получил травму несовместимой с жизнью и скончался на месте. Кондуктор получила сотрясение головного мозга в результате падения в салоне автобуса. Шофер многотонника применил экстренное торможение, чтобы не врезаться во встречную легковушку. Ее водитель начал поворачивать налево, не пропустив встречные автомобили. Автобус смог остановиться, а женщина-кондуктор не сумела удержаться и упала на пол, сильно ударившись головой. Ее госпитализировали, других пострадавших нет. Номера автомобиля предполагаемого нарушителя уже установлены. Найти хозяина сотрудникам ГИБДД не составит труда. «Жигули» 7-й модели загорелись этим утром на перекрестке улиц Татарстана и Шарифа Камала. У легковушки на ходу задымился двигатель. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем. В итоге у легковушки выгорел моторный отсек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. «Лада Гранта» и «Хёндай» не смогли разъехаться на улице Тихомирного. Виновным в аварии оказался водитель арендованной иномарки. Он не убедился в безопасности при повороте налево. Все подробности случившегося у Айгуль Бадрудиновой. Пострадавших нету? Пострадавших нету. Люди в этой аварии не пострадали только чудом. Удар был сильный. После столкновения машины разбросало в разные стороны. «Хёндай» вообще едва не вылетела с дороги. Он двигался с той стороны, двигался наверх, на моргающий зеленый. Соответственно, телемобиль ехал с той стороны, завершал маневр налево, где запрещающий поворот. Все. Столкновение. Водитель «Лады Гранта» ехал по улице Туфана Мигнулина в сторону Калинина. На перекрестке с улицы Тихомирного проехал прямо. В этот момент в него врезался поворачивающий налево водитель «Хёндай». Молодой человек, сидевший за рулем арендованного автомобиля, рассказал, что попросту не заметил «Ладу Гранта». Вы не увидели вот машину, которая ехала, грубо говоря, вам навстречу? Я видел, перед меня 2-3 машины повернули. А как-то вовремя затормозить у вас не получилось? Я тормозили, они, вот, Гранта пришел, ударил. Вероятнее всего, виновником аварии признают именно этого молодого человека. Айгуль Бадрудинова, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. БМВ и «Лада» 12-й модели не поделили перекресток на площади Тысячелетия. Как рассказал водитель иномарки, он ехал от Кремлевской дамбы в сторону Булака. И на перекрестке с улицы Ташаяк наперерез прямо перед капотом выехала «Лада». Удар пришелся в правый бок отечественной легковушки. Ее развернуло. В аварии никто не пострадал. Кто виновник ДТП, будут устанавливать автоинспекторы. Одежду, обувь и сумки под известными брендами, но с признаками подделки выявили полицейские Казани в ходе проверочной закупки в одном из магазинов города. Кадры оперативной съемки посмотрела Татьяна Тимошенко. О том, что в этом магазине торгуют контрафактом, полицейские узнали несколько месяцев назад. В том числе благодаря тому, что владельцы бизнеса сами рекламировали свои товары через соцсети. Там тоже шла активная торговля. Развивался этот бизнес до тех пор, пока клиентами магазина не стали сотрудники Управления экономической безопасности. Вам ранее была передана денежная купюра номиналом 2000 рублей. Она была ранее помечена. Вам предлагается добровольно ее выдать. Сейчас мы ее сверим в присутствии понятых. Полицейские купили спортивную обувь и обнаружили у нее признаки подделки. Это была контрольная закупка, все снималось на видеокамеру. Купюра, которой расплатились с продавцом, также была задокументирована. Поддельной оказалась не только спортивная обувь. Проверка показала, что бизнесмены торговали другими вещами под известными зарубежными брендами, но изготовленными неофициальным производителем. Это сумки и спортивные костюмы. Обыскав торговую площадь и склад, сотрудники полиции изъяли 315 единиц товара с признаками подделки. То, что это контрафакт, позднее подтвердили эксперты. Следственными органами Республики Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное использование средств индивидуализации товаров. Теперь владельцам бизнеса может грозить до 4 лет лишения свободы. Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.